18 июня в Грозном состоялся форум по охране труда работников здравоохранения ЮФО и СКФО. Организатор — Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И наш гость в студии — заместитель председателя Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Михайлович Андрощенков, с которым и поговорим о форуме, который состоялся 18 июня в городе Грозный. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Рад приветствовать вас Спасибо. в студии программы «Отражение» в Чеченской Республике на телеканале «Войнах». И давайте перейдем к нашему разговору. Готовы? Готов. Все, и мой первый вопрос, Михаил Михайлович. Вот скажите мне и нашим телезрителям, в чем сегодня заключается роль профсоюза в контроле за условиями труда медицинских работников? Я правильно сказал? Абсолютно правильно. И вы назвали основную функцию, которую нашего профсоюза в области охраны труда осуществляет, это контроль. С этого вообще профсоюзы начинались в Российской Федерации, вернее так, в СССР, еще в 20-е годы. Еще с тех времен. Они начались с трудовых инспекций, которые занимались контролем за охраной труда, прежде всего на предприятиях. И вот это основная функция сегодня у нас и остается. Организация мероприятий по охране труда лежит у нас сегодня по законодательству на работодателе, а контроль за ее поведением, за организацией охраны труда — это на профсоюзе. Это обязательно. Обязательная вещь. Без Это никаких... написано в законе о профсоюзах и в Трудовом кодексе. Даже написано, прописано. Обязательно, конечно. Вот интересно все это для меня, поймите правильно. Да-да. И тогда сразу перейдем ко второму вопросу. Форум прошел в Чеченской Республике, как мы знаем, в регионе с особой динамикой развития. И тут у меня сразу возникает вопрос. Михаил Михайлович, почему встреча прошла именно здесь? И какой вклад в работе по охране труда региональной организации профсоюза? Вы знаете, это не первая встреча. Не первая. Не первая встреча. Ну, это не первая. Нет. Не проводим эти форумы с определенной периодичностью. У нас есть территории, где мы их проводим. Последние мы проводили это в Омске. Предыдущая была во Владимире и в Ярославле. Это крупные города в центре России. И мы проводим практически одинаковые форумы, где собираются специалисты в области охраны труда именно с этих территорий. Это такие плановые. Совершенно верно. Это плановые форумы, которые мы последние годы решили проводить с участием наших представителей, а также специалистов по охране труда, которые работают в медицинских организациях. И, безусловно, для Южного федерального округа это очень актуально. У нас здесь работают достаточно сильные технические инспекторы ЦК профсоюза, и, в общем, неплохо поставлена вся работа. А именно в Чеченской Республике мы решили поддержать начинания, которые здесь есть, и, может быть, иногда по-новому запустить работу. Форум вызвал большой интерес у профсоюзного актива и у специалистов по охране труда. В республике или В республике. в республике? На форуме в Чеченской Республике, насколько я знаю, если я ошибаюсь, вы меня поправите, был представлен обширный региональный опыт. Это так? Я прав? Совершенно верно. Мы пригласили спикеров со всей России. У нас есть, будем так говорить, большой, не очень большой, но достаточно квалифицированный пул специалистов по охране труда профсоюза, высококвалифицированные инженеры, которые, кроме всего прочего, могут ясно и понятно излагать свои темы. Ну а какие И вот практик, на ваш взгляд, сегодня можно выделить как наиболее эффективные и актуальные для распространения все это в других субъектов? Вы знаете, мы, как и все другие специалисты, сторонники превенции, предотвращения нарушений в охране труда. И, наверное, эти практики нас интересуют прежде всего. Это все вопросы, касающиеся, например, специальной оценки условий труда. Вы знаете, что по результатам этой специальной оценки условий труда, а у медицинских работников достаточно много вредности в их работе,
они получают сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительные дни к отпуску и дополнительные выплаты. И вот от того, как прошла эта процедура, а в ней бывает очень много проблем и много нарушений. И вы это признаете? Безусловно, мы не только признаем, мы часто и оспариваем эти процедуры, поскольку проводят ее организации независимые и проводят для руководителей учреждений. Закон обязывает их раз в 5 лет проводить эту процедуру. Мы следим за правильностью ее соблюдения. Если к нам обращаются или мы сами видим, что там были нарушения, мы оспариваем эти вещи. Мало того, наши эксперты обладают такими компетенциями, они получили специальные сертификаты и проводят контроль за специальной оценкой условий труда. Все так серьезно? Это серьезно, вплоть до судов. И до этого доходит? Конечно. Я мало того скажу, что и наши эксперты тоже в судах выступают. Но, к сожалению, есть такие работодатели, которые не соглашаются с нашим мнением и доводят это до суда. Обычно у нас досудебные какие-то переговоры и решения. Профсоюз, так сказать, в рамках социального партнерства пытается это разрешить все до суда. Но бывает и судебное решение. Сегодня мы слышали из выступлений наших специалистов, как проходят судебные дела по различным аспектам специальной оценки условий труда и класса вредности, который на самом деле не совпадает с тем, что есть в документах оценочных. То есть защита прав медицинских работников не просто на бумаге прописана? Конечно. Конечно, непросто. Это все действует целая система. Целая система, люди, специалисты, и все это реально существует. А жалобы к вам часто поступают? Вы знаете, закон о специальной оценке условий труда действует с 2014 года. Это практически уже больше 10 лет. Да? Сначала было очень много жалоб. Пока все прирабатывалось, притиралось, конечно, было много. Многие документы выходили сырые, но постепенно все входит в норму. Организации, которые занимаются специальной оценкой условий труда, тоже начинают работать чуть-чуть по-другому. И количество жалоб уменьшается. Но все равно они есть. Они есть. Это, безусловно, говорит о том, что процесс идет. Люди есть люди, они могут... Можно сказать, что вам уже верят? Нам верят, нас привлекают к специальной оценке на тех этапах, где мы должны обязательно участвовать. Если мы там не участвуем, мы, так сказать, оспариваем все эти вещи. И это очень серьезная процедура. И к этому всему нашему разговору у меня следующий вопрос. Смотрите, сегодня в работе профсоюза, как мы уже говорили, большое внимание уделяется взаимодействию работодателям и с органами власти. А как удается выстраивать этот диалог в регионах Северного Кавказского и Южно-Федерального кругов? Вот тут как у нас? Вы знаете, здесь так же, как и везде, это непростой вопрос вы задали. Но это понятно. Тем более, что у нас и работодатели, и органы исполнительной власти в одном лице. У нас нет, как принято в понимании профсоюзной работы, трипартизма. То есть работодатели с одной стороны, профсоюза с другой, а между ними арбитр государства. У нас и государство, и работодатель в одном лице. Это уже сложнее. Вы понимаете, что они часто могут диктовать свои правила, будем так говорить, с определенными усилиями. Но я вам скажу, ситуация с охраной труда завязана на людях, на специалистах. Не очень высокая оплата в системе здравоохранения этих специалистов, поэтому их не так много. Но они есть. Есть. Но так или иначе органы власти, органы управления, руководители медицинских учреждений будут обращаться к специалистам нашего профсоюза. Тем более, что у нас есть такой институт, как уполномоченные по охране труда. Это около 27 тысяч профсоюзных активистов, которые работают в медицинских организациях и на деле ежедневно следят за соблюдением правил охраны труда
И которые реально работают. Которые реально работают, которые реально работают. Это огромное. Мы хотели бы, чтобы было еще больше, но это помогает и работодателям в том числе. А поскольку все функции организации охраны труда возложены на него, выполнять эти функции, в общем-то, с нашей помощью тоже. Они уважительно к нам относятся и сотрудничают с нами в большинстве случаев. Получается все-таки. Получается. Иногда тяжело, иногда с отрицательным результатом, но получается. Смотрите, один из вопросов форума, опять же, насколько я знаю, это цифровизация охраны труда. Смотрите, я просто был на форуме, и поэтому из этого вытекают мои вопросы. Насколько, по вашему мнению, современные цифровые инструменты помогают профсоюзным инспекторам их работе? Вы знаете, это у нас цифровизация сейчас очень популярна. Да, поэтому и возникает этот вопрос. Это слово, это название, это понятие. Я могу сказать, что здесь есть два аспекта. Во-первых, цифровизация — это коммуникативные технологии. Это различные форумы, различные обсуждения, различные, так сказать, саммиты, ну, будем говорить, в интернете. Это для наших специалистов очень значимо. Это раз. Во-вторых, это возможность получить обратную связь от тех, кто работает в лечебных учреждениях, ну, хотя бы от тех же уполномоченных по охране труда, да, получить ответ на свой вопрос. И еще один момент, который очень важен, и сегодня на форуме один из наших технических инспекторов докладывал об этом, это возможность внедрения определенных IT-продуктов, которые помогают прежде всего проводить вот эти мероприятия по охране труда, но не столько нам, сколько тем, кто работает на постоянной основе в организациях здравоохранения, занимается охраной труда. Но наш здесь интерес в том, что благодаря этим программным продуктам мы контролируем их и смотрим, как они выполняют свою работу. А это, ну, будем так говорить, значительно облегчает эту работу, делает ее более быстрой, более эффективной и наглядной. Ну, например, составить список тех, кому в этом месяце обязательно нужно пройти медицинские осмотры без всяких проблем. И я вижу на компьютере, как это сделал специалист по охране труда организации. То есть все это нужно? Всего Обязательно. не нужно отталкивать. Не-не-не, ни в коем случае. Мало того... И говорит, на бумаге легче, зачем нам? Нет, вот как раз мы-то здесь, и наш специалист и рассказывал об этом, о том, что он встретил не очень-то большое понимание со стороны органов власти. Уже была своя собственная программа, свои какие-то подходы, и более эффективную внедрять очень тяжело. И поэтому он сейчас задался этой идеей очень, так сказать, плотно. И заинтересовались. Он сводит вместе Министерство труда, Минздрав и Минцифры. Ну, территориальные подразделения. И хочет, чтобы эта методика была внедрена в лечебных учреждениях. Это нам огромная помощь будет. Хорошо. А какое внимание уделяется профсоюзу вопросам профилактики профессионального выгорания среди медицинских работников? Или такое у нас не наблюдается, как выгорание процесс? Вы знаете, процесс выгорания – это не заболевание, во-первых, это Понятно. психологический феномен. Вы меня правильно поняли. Да, действительно, у нас это проблема в здравоохранении, поскольку вы знаете, что люди работают на 1,5-2 ставки. И я считаю, лично я, как работавший в таком режиме много лет, что это значительно профессиональные качества выжигает, будем так говорить, очень быстро. Люди уже, естественно, мы стараемся какими-то способами эти вещи сделать. У нас был грант. Наш профсоюз ведет грантовую политику. Грант выиграла одна из организаций, которая на эти деньги обустроила комнаты психологической разгрузки,
которых может любой медицинский работник в течение 15-20 минут во время рабочей смены, будем так говорить, отдохнуть. Хотя бы так. Потому что Я бы так. вопрос, Интересно звучит. вопрос, Я бы так. вопрос не исследованный, будем так говорить, в области выгорания профессионального, бернаута вот этого. И поэтому методики его предотвращения не очень понятны. Но мы вот в этом отношении действуем вот пока. Работа идет. Работа идет, но он до сих пор не получил четкого научного развития, научного обоснования, юридического какого-то подкрепления. Я вам могу сказать только одно, что вот обязательным фактором развития этого синдрома является этого состояния являются длительные переработки. Проблема есть, но она решается. Можно? Решается, да, есть, решается. И профсоюзам тоже. О чем я и говорю. Хорошо, смотрите, охрана труда – это не только обязанность работодателя, но и зона ответственности профсоюза. Ваши слова, сказанные на форуме в Ярославле. Безусловно, конечно, абсолютно. И я могу их повторить здесь. На что делается основной акцент в зоне своей ответственности профсоюзом работников здравоохранения России? Вы знаете, мы делаем акцент на активное участие во всех мероприятиях, которые проводит работодатель, связанных с охраной труда. Мы не стоим в стороне и не являемся посторонними зрителями, которые ставят галочки, если что-то неправильно. Мы стараемся всегда внедриться в процесс и направить его в нужном нам направлении. Естественно, в правильном. Вот в этом глобально заключается роль профессиональных союзов в области охраны труда. Это основное. Основное, безусловно. И любые новации, которые возможно применять, так сказать, в этой области, конечно, мы стараемся применить тоже. Ну, у нас есть люди, которые обладают очень хорошими знаниями и компетенцией в этой области и могут соответствующим образом выстроить работу в лечебных учреждениях, так, чтобы процесс труда не был для людей тягостным и болезненным. Будем так говорить, не причинял им вред. А это основная задача, чтобы из трудового процесса в процесс отдыха и вновь туда работник вышел абсолютно здоровым. Слушаю я вас, и мне это очень интересно. Вот я думаю, что я продолжу эту тему с вашими коллегами. Наверное, да. И это будет правильно, согласитесь? Я только за. Хорошо. А как вы оцениваете, если вернуться к форуму, как вы оцениваете работу форума? Вот насколько актуальны такие форумы сегодня и чем важны для развития системы охраны труда медицинских работников? Ну, вы знаете что, медицинские работники имеют огромное количество вредных факторов, которые... Вот вы говорите вредных факторов, а наш телезритель нас слушает и думает, у медиков вредные факторы это какие? А вот я вам скажу, вы все недавно помните пандемию ковида. Значит, огромное количество медицинских работников ушло от нас. Они просто умерли. А вредный фактор – это биологический. Вот это один из этих факторов, которые люди и наши специалисты встретили первыми. Смертность среди... С этим трудно не согласиться, встретили первыми. И спасибо им огромное, низкий поклон им за их работу. И этот фактор сегодня в обязательном порядке, биологический фактор, в обязательном порядке должен учитываться без каких-либо измерений и других замеров. И сразу дается повышенный класс вредности. В этом случае мы прекрасно это знаем. Вот это вам пример того, что люди спрашивают. Второй, пожалуйста, пример. Работа с лекарственными препаратами, ну, например, онкологическими. Да, с химиотерапевтическими препаратами, работа с наркотическими веществами. Все они находятся в воздухе рабочей зоны. Человек, специалист. Но обыватель-то об этом не знает. И вот хорошо, что вы сегодня сюда пришли, это все объясняете. А то у нас как думать? Ну, там
укол сделали, ну, там лекарство прописали, ну, на осмотре пришли к больным, заглянули, там. Вы понимаете, о чем я? Конечно. А вот этого-то сегодня не видно. Прошу, прошу. Конечно, конечно, действительно, многие вещи не видны. И для этого существует процедура, которая предваряет специальную оценку условий труда, замер этих факторов. Некоторые факторы мы принимаем без замера. Вот те, о которых я сказал, они обязательно. Если это отделение химиотерапевтическое, если люди занимаются химиотерапией, без всяких этих ставится повышенный класс вредности. Потому что, так сказать, это наносит вред организму так или иначе при длительной работе. Теперь я тоже буду знать, что у медицинских работников есть понимание вредности профессии. Век живи, век учись, как говорится. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и мой последний вопрос. С вами было интересно. Говорю, не тая. Спасибо, что пришли, ответили на все наши вопросы. Смотрите, если говорить о перспективах сегодня, какие задачи по линии охраны труда и защиты прав медицинских работников стоят сегодня перед профсоюзом и в ближайшее время какие будут стоять? Вот такой последний обширный вопрос. Вы знаете, вот конкретные задачи вот сегодняшнего дня – это изменение, может быть, изменение, ну, по крайней мере, контроль за изменением законодательства. У нас сейчас идет огромное количество нормативно-правовых актов, которые перерабатываются, принимаются заново, отменяются. Наша задача сегодня, вот конкретно в сегодняшний день, это не упустить ничего хорошего и правильного, то, что там было. Это внести в новое нормативное регулирование, в институты, которые будут затем регулировать поведение людей, все те вещи, за которые мы боролись, которые мы отвоевали для, так сказать, правильного понимания и правильного направления развития охраны труда. Это вот может быть конкретная цель. А самая глобальная цель, безусловно, это я уже, наверное, повторюсь, скажу, что это сохранение жизни и здоровья наших работников, наших членов профсоюза. Вот это самое главное. Вот и сейчас последний вопрос. Михаил Михайлович, можно? Конечно. А как вы оцениваете работу регионального отделения профсоюзов медицинских работников? Вот только честно. Вы знаете, они работают по-разному. Наше местное, чеченское. Местное? Ну, я думаю, что оно, да, судя по реакции зала, который сегодня... На форуме. На форуме, которая была, люди с большим интересом отнеслись к этому мероприятию. Значит, у них есть заинтересованность, у них есть вопросы, у них есть проблемы. Они увидели это сегодня в докладах наших специалистов, и я думаю, что это даст им очень хороший импульс к дальнейшему развитию. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. Спасибо. Вашей нелегкой, но очень нужной работе. Вам спасибо за интересные вопросы. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Михаил Михайлович Андрочников. Вы сами все слышали. Программу сегодняшнюю можно закончить одной фразой: профсоюзу медицинских работников есть, и он работает. И это очень хорошо. И напоследок. Не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.